Пацанята, что ли, баловались. Шалашик. Для засиски. Или заготовили. Скорее всего, заготовили. Потому что уточка вот в той стороне. Здесь заливает поля. И утки собирается много. Если пацаны, что навряд ли. Скорее всего, для засидки заготовки. Но ее надо ставить поближе. Здесь вот это все залито. И сейчас снег. Сегодня выпал снег. Снова. Зима -5. Тимоха искупался. Вот обрушил лед. Заболеешь, Тима. Ну ладно, это жизненный опыт. Иди сюда, иди сюда. Ну, Тимоха. Ай, шайтан. Совсем глупый башка, да? О, зато свежий, радость, а? Сейчас высохнет. Я сейчас по этим холмикам побегу, как по асфальту. Снег держит. Чистый асфальт. А Тимоха носится ему по барабану. Нам тоже. Самодирование тут. Во мне сотка по-любому. Вообще класс. Такую погоду мы раньше, когда я на лыжную ходил, за речку ездили, гоняли, играли в салки. Конечком носились. Времена были веселые.
Пойдем вот этот подъемчик штурмовать. Где солнышко припекает, немножко валится. Ну так, чисто носочек. Ах ты, моха, радость, а то все дома сидел. Сейчас все тает, без поводка гулять не выпускаем. Тут он, радости полные штаны. Подъемчик все круче и круче. Дыхание учащается. Скорости тоже. Пошел. Это у меня лопнуло, как током ударило. Всем привет! Собрался я пешком. Решил, что после последней заездки лучше ног, только ноги. И буквально сейчас поднимаюсь в гору. Мышцу как прострелило, никогда такого не было. Залез, не знаю, храмово, сильно напрягать на нее нагрузку не буду давать. Но не было такого. Я с непривычки резко начал заскакивать и попытался запрыгнуть. И как будто шило в икру воткнули. Ладно, сейчас пойду. Мне немножко осталось места, где проходил мой первый в жизни поход. Старший брат меня взял со своими друзьями. Вот там вид классный. Без ночевки мы ходили просто. Я даже не знаю, сколько мне лет было. Но в школу, наверное, еще не ходил. Он меня, наверное, и брать-то не хотел. Просто одноклассница его, он сказал: пошли, Сашка, с нами. И взяли меня с собой. Ирка Филиппова, по-моему. Вовка Гулынин. И Вовка Сабуров. И мой брат, и я. Может, еще кто был, но не помню. Этих я хорошо запомнил людей. Я их не знал до этого, значит, по-любому в школе не учился еще. Вот сейчас приду на это место. Хочу развести костерочек. Тут, правда, пожарчик был лесной. Ну, думаю, шашлычка найдем. Так что ждите. Тимоха сегодня со мной. Гоняет, как умалишенный. В общем, здесь еще достаточно много снегу. Не знаю, хотел лопатку взять. Но и дровишки здесь поблизости все сгорели. Вот этот бугорок, вот Ухта, река. Красивое здесь очень место. Тимка кого-то услышал. А вот чуть еще стоит, проталинки есть. А Ухтушка ушла. Ну, промыла. Вот это вниз идет течение. Это устье Чути. Ну, в Ухту впадает речка Чуть.
А вот тут трасса недалеко, и слышно, как машины ездят. Там дальше вот за пару поворотов санаторий этот Трахаль. А вот внизу мужичок идет с санями. Тимоха на него. А вот тут собачка у него. О, целая банда тут. Так, я сейчас займусь заготовкой дровишек, потому что я хочу картошечку испечь. Ну что-то, блин, проваливаешься сильно больно, конечно, ноге. Не одно, так другое, блядь. Удивительная штука. О, а сам боится, не атакуй. Иди сюда, Тима, а то порвут тебя. Ну, Тимоха, а, щеголят, а? Подружился? Смотри, то я сейчас тебе не помогу. Вниз я не поползу, я потом не залезу. Сильно, когда напрягаешь, если не напрягать эту мышцу, то такой боли, как таковой, так, нету. А вот когда проваливаешься, особенно этой ногой, аж стреляет и вверх идет. Пусть побесится. О. Давай, 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 иди сюда, друга. Ну, Тимоха. Молодцы, парни. Ладно, не буду отвлекаться. Не вижу я хозяина. Это тут внизу должен быть. Свистнет, я думаю. Побежит, что кобель взрослый. Ну, вот такой вот обзорчик здесь. Очень красиво. Сейчас я разожгу костерок. Вечером дожидаться не буду. Если бы с ногой ничего не случилось. Да и то я даже с собой телефон не взял. Поставил на зарядку, пошел. Вот идет человечек. С санями рыбачит, наверное. А может, морды. Гонки проверяет. Кто его знает. Потом понаблюдаем. Идет прямо по реке. Не боится. Решил я перебраться немного поглубже. Буквально тут метров 20. Там больно ветер дует. Костер на снегу разводить. Сейчас я вот этот пенек тоже старый использую. Как дрова. Тут буквально поглубже дров море. А тут поблизости все пацанё перетаскало уже. Посжигали. Вот. Сегодня без своих наколенников очень неудобно. С ними удобно. Всегда можно на колено встать и не замочиться.
разгорается. Мы пойдем за другой партией. Все, пошла мазута. Ясно. О, нет, надо другой стульчик. Есть такие стульчики, с обоих сторон у них дуга. Вот надо себе такой приобрести. Этот у меня жена забрала сразу картошку чистить. Низко сидеть удобно. Взамен ничего не предоставив, придется взять. Я видел такие с толстого алюминия. И в лодке удобней. Поставил на полки, все. Так, ладно. Пойдем еще за дровичками. Нам углевая база нужна хорошая для картошечки. Запалили мы костерок. Да, Димоха? Кто там у нас? Кто там на нас? Кто здесь? Тима? А? Кто здесь? Так, картошечка пока пусть ждется. Углевая база. Топорчик усох, слетает. Все никак не дойдут руки сделать себе, доделать, вернее, для похода топорик. Это у меня плотницкий, для лодок. Да, Тима? Так, ну и тебе сюрпризик сейчас. Тимошечка, где у нас там так охраняет, заработал. Да, Тимка? Я тебе сейчас вкусманчик дам, косточку. Все, пошел грызть. Куда ты пошел? На травку? Там с берегу немного снег оттаивший. Вон там все теплее, но снегу ему холодновато. Пошел грызть. У нас здесь сальце под картошечку. Так сказать, поход. Все, гуляем. Ты чё там? Я тебе с партиями буду вставать. Ты спрятал, что ли? Иди, давай, жуй. Ишь ты, орел. Самое главное, ее. Сопливчик. Так, печку мы повесим. Так, пусть висит. Мне нравится. Столик у нас есть. Сейчас это разбухнет. Не слетал топор, невозможно рубить. В общем, полян. Сейчас сальце будем резать ножичком.
Опинель. Выиграл я его на конкурсе. Серега. Добрые походы канал. У него 100-тысячные подписчики были. Ну, подходил. Хорошо он там снял все. Рассказывал про свой канал. И разыгрывал 2 ножа. Вот с 3-й попытки выиграл я один из ножей. Ну вот, как бы, что остался. Кстати, очень замечательный нож. Пока я им только картошку, конечно, чистил. Ну, сальце. Даже боюсь что-то пожестче. Лезвие хорошо держит. Под рыбку. Буду возить под рыбку. Хороший ножичек. А конкурс я случайно просто его поздравил. Со 100-тысячным подписчиком. И вот. Уже досматривал ролик, собирался в магазин. И хлоп, Судоверь в ТВ. Выиграл. С Серегой там вы знакомы. Вот, сейчас им сальцо буду нарезать. Хороший ножичек. Удобный. Я посмотрел, они довольно прилично стоят. У нас тут в магазине Зодиак 1350, по-моему. Сало из деревни. У супруги тетушка прислала. Соляновато. Соляновато. Да, Тимош? Ну тебе-то нормально. Иди грызи косточку. Попробуй только оставить здесь. Мы тут жить не будем. Так что давай. Папа сейчас немножко чайку сальца подрежет. Замечательно режет. Просто супер. Говоришь, не поешь. Ты не будешь это есть? Тимка, иди. Где твой косточка? Толик маловат. Легкий перекусик на природе. Лук мороженый. Что, кусочек сала, хлеба и цибуля. Что еще надо? Половинку оставим для картошки. Вон она, грызет. За второй прибегал. Мясо сточило, косточку лень грызть. Есть. Да, вот что-то стрельнуло в ноге. Но сейчас расхаживаюсь. Не то, что оно прошло, но такой резкой боли нету. А то как током парализует. Особенно вот когда сюда носок прямо натягивается, там, видать. Что-то вот лопнуло. Нервик какой-нибудь или что-то, не знаю. И главное, в горочку как кольнуло. А второй раз уже понятно, что-то не то. Сначала думал, показалось. Не показалось. Так, ну чё, весна уже близится. Не знаю, с охотой получится, не получится выйти. Открывают, говорят, 11-го.
числа. Посмотрим. Бог даст, получится. Я загадываю, потом ничего не получается. Лучше будет так, как будет. Вон, даже сегодня уже. Лучше ног, только ноги. И то стрельнуло в ногу. Ничего предсказать. Вот до костерка добрались. Растопили. Эти попытки. Не считая поломок еще, да? О! Уже серьезней. Будет сейчас это провалится, там уже база есть, живая. Так что картошечку сегодня добудем, как в молодости, в детстве вернее. Картошку печь. А потом летом, я думаю, сюда можно и с ночевочкой приходить. На кораблик рыбки половить, приготовить, что-нибудь покушать. Можно и на лодке сюда спуститься. Это ниже моей мастерской находится. Ниже по течению. У нас вообще речка огибает практически полностью поселок. А, какой чаек вкусный. Домашний, но вкусный. На природе все вкусно. Особенно, когда долго не находишься. Душа аж ноет. Ветерок тут по костру видно начал раздувать. Правильно. Наверху гора. Красиво все находится. А два стульчика. Столик надо делать. Специальный столик. Так. Теперь надо подсальчик. Немножко. Че, Тимоша? Иди сюда. Иди. А ты потом не отойдешь от стола. Ну тебя нафиг. Будешь тут пастись. А я этого не люблю. Да. Давай. О, неси папе косточку. Молодец, не спрятал. Грызи. Тебе вот подстилочку надо. Не думал я, что здесь еще столько снега. Думал, здесь на пригорочке так, наверное, растаял. Нет. Не стаял. Замечательно. Так, ну что, под сальце за открытие сезона, так сказать. Переходящего плавно в весну. Ножка. Домашнего напитку. Ваше здоровье, господа. Гуляем от стола. Косточку ешь. Сейчас заберу. Вот. Давай. Собаку к столу лучше не приучать. У меня первая собака была Улька. Ездили мы. 3 собаки у нас было. И вот она на другой стороне птицу облаивает. А эти две мы как раз обедали. Около стола сидят. И даже не побежали помогать. Ей ничего. Просто стоят им без разницы. Главное, что пакетики шуршат. Ноги сырые уже.
хоть костерок, все. Картошечка будет. Сейчас ливая база будет побольше. Закину картошечки. Чаек мне очень понравился. Поменьше я положил 2 пакетика. Не такой горький, замечательный. Как мама говорит, закусывайте. Закусывайте. Да, раз на лодке приехать, чтобы с пилой где-нибудь поленницу сделать, надо готовить. Сушняка чуть, буквально немножко, его там много. Я бы, конечно, с мышцы этого не было, натаскал. Но где солнышко больше уже подсветило, снег падает, валишься, особенно на эту ногу очень больно. Не знаю, посмотрим, там берег-то полностью под солнцем. Наверное, там краем пойдем опять по полю. Сейчас все далеко видать, пока еще весна не зазеленела еще, все видно. Потом березки зазеленеют, здесь ничего не видно будет, только эту красоту. Река разольется, постараюсь прийти сюда. Так что свечерело, надо идти после смены сразу растопить. Одеться вот так по походному, сапоги, пробковые у меня броды, замечательно. Но этот промок, немного уже нога подзамерзает. Я сюда пробежки делал в том году, бегал. Тоже надо все плавно начинать. Если не размялся, вот что-то с мышцей произошло. Не молодеем. Не молодеем. Вот Тимоха косточку грызет. Тима, дай косточку папе. Ну, жадина я. Я тебе тоже ничего не дам, все. Разыгрался костерок. Эх! Всему свое время. Вот трещи, да? Так, буду закладывать я. 4 штучки.
Все получится. Все получится. Опа, дырочка образовалась. Надо, чтобы они туда упали. Вот так вот. Как бы потом еще найти. Вспомнил. С пацаненками мы прямо у себя. Я на Ухтинской жил. Прямо недалеко от дома костер. Картохи наберем. И там рядом овощной магазин стоял. Сейчас он тоже существует, но уже такой не овощной. И там ящики, ну, подтарные. Вот они у нас на дрова шли. Ящики наломаешь, костер разожгешь и картошку туда. Черный как небо от золы. Зато счастливое детство было, как говорится, сейчас модно, без компьютеров. Оно все можно, без фанатизма. Главное, чтобы голова была на месте. О, ну, будем ждать. А пеналь это не реклама, я столкнулся с этим ножичком вот благодаря Сереге. А так у меня свой в гараже, не стал я время терять, идти в гараж. Охотничий, просто из клапана сделанный. У нас, как говорится, тут в поселке завод, в нем слесаря-инструментальщики как сами себе всегда все делали. Так многие до сих пор. Ну, молодежь, наверное, уже переходит. Здесь я просто даже не вижу, как его затачивать. Его сразу, наверное, полировать только надо будет. Поэтому я очень аккуратно. Чисто думаю, рыбку и все. Чистить и ничего такого. Там. Не до кости, как говорится, не добираться. Так. Даже часов нету, не засекал сколько времени. Но горячий сырым не бывает. А торопиться не надо, да? Опа. Пых-пых. Чаечку у костерочка. Так вот, призадуматься. Я уже говорил, первый мой поход был сюда. Если я еще в школу не ходил, значит, мне было лет 6. Не меньше. То есть, да, может поменьше, но не больше. Сейчас мне 46. Получается, это 40 лет назад было. С ума сойти цифры. Да, без наколенника плохо, привык его к ним. Ну и такие, как он называется? Пробковые, не пробковые. Пенка или что? Как коврик туристов, сапоги вот эти вот. Теплоотдача 90%. Встаешь. Так, что у нас там с картофелем? Господа. Рановато, наверное.
рогатинку сделать получше. Ой-ой-ой-ой-ой. Совсем не дело. О, одну наколол. Но если накалывается, уже что-то готово. Ухольками. Ух ты, ветерок начал раздуваться. У нас их 4 штучки. Думаю, можно одну попробовать. Не буду я сильно пачкаться. О! Горячая сырым не бывает. Вот такой картофель. Но сыровато. Ну, что-то вкусно. Торопиться не надо. Все что-то пошло в разные стороны. Горой получилось. Там внизу полено, которое еще не прогорело. С него все скатывается. Ну вот оно. Оно с гнильцой. Ладно, пусть. Ну, пока ешь, как говорится, с чем нам немножко побаловать. Ну вот, за первую картошку. Да. Обалдеть. Огонь! Огонь! О. Сегодня солнышко такое. Не знаю, как возвращаться по какой дороге. Здесь идти. Здесь я уже лесом валился. Там внизу там мужички ходят там. Должна быть натоптана. По речке пройти. Здесь спускаться тоже опасно, такой обрывистый берег. Ой. Ладно, примем решение чуть попозже. Пока покушаем картошечку. Вот она как очистилась у меня. Отходов много. Но это лишнее. А если чертовски аккуратный. Мелкие мы были все как черти. О, Тимоха залаял. Иди сюда, а то и тебя там рысак подрежет. Ой, блин. Ах ты опять. Вот пятка проваливается. Буквально. Начинает как бы вытягиваться и больно. А так ходить там потихонечку можно. А вот когда валишься, конечно, простреливает.
Дима, иди. На косточку. На косточку. Мухомор. Я не буду подносить, сам возьму. На, говорю. Ты, башка два уха. А? Надо еще одну доставать. Ой, это, по-моему, ханек. Это сгорело. Вот, одно еще и потерял. Не понял юмора. Вот так. Из 4 3 достал, одна сгорела. Это тоже практически сгорело. Но они никогда равномерно не получаются. Что-то шипит. Так, ну получилось. То, что получилось. Так, возьмем вот эту остаточки сладкие. Вот она здесь как пюреха. Да. Не ешь, говорит, с ножа, злым будешь. Замечательно. С сальцем. Сейчас с сальцем и будет вкусно. Сейчас перекусим, чайку попьем. Буду спускаться. Думаю, наверное, попробую здесь. Валиться больно. И получается так на носке идти. Проваливаешься, ногу выламывать. Буду я собираться. Поковыляю. Спущусь вниз. Постараюсь показать вам скалу, на которой я сейчас нахожусь. Ну как скала. Сейчас сами увидите. С таких пластов по ней скалолазом-то не подняться. Она просто держаться не будет. Но зато обделать таким камнем дом там или что-то можно собирать. Пинель сюда положим. Вот, как-то так. Что-то мне страшновато, что-то
Так, камеру я, наверное, все это уберу. Не буду рисковать. Плавненько. Вот там, сейчас отсюда еще хочу вам показать. На той стороне видно откос того берега. Вот. Такой пласт идет. Никак что-то камера не сфокусируется. На ближних ветках. Сейчас в сторону отойдем. Камера фокусируется на ближних веточках, поэтому не получается. Я вам сейчас внизу спущусь, покажу. Так, ну буду спускаться. Ох ты! Так, похоже мне чревато это все. Ногами вперед. Это не ёбнуться тут еще. Завалились. Снегу начерпали. Это он на меня лает. Друг тому Тимохи. Хулиганы. Чего? Вот это спуск у меня сегодня. Так, ладно. Первый вот спуск преодолел. Ну, то есть сейчас вот здесь вот. Я помню, летом там спускался. Валишься. Опа. Ладно, отключимся. Собака. Еще одна собака. Вот тут мне надо еще спуститься. Снега нету. Спокойненько. Идем. Все свои, чувак. Ой, да. Здесь тоже не сказать, что ли, вон мужичок и шел, подваливался по бурановским следам. Ё-моё. Вот речечка. Речушка, речка, речечка, река. Рожь. Вот. Вот такой вот здесь пласт идет. Что это, как называется, я вам сказать не могу. Там даже, кстати, я не снял, но там корень березы, береза упавшая, корень вырвало. Ну, как обычно, когда дерево падает с корнем. И в нем прямо камень. За то время, как березка росла, обвязала камень. Не знаю, потом, может, вырежу с этого корневища что-нибудь с камнем, как природное. Поэтому не стал ничего пока. Думаю, вернусь еще к нему. Можно будет сделать что-нибудь красивенькое, диковенькое. Вот, тут чуть снегоходы, но я плохо, видите, я хромаю, снимать все это будет с дерганием, что я буду, ребят, лучше так вот вам остановиться, поснимать, показать. Вот она идет. Классно. Там еще пещерка сбоку есть.
Ну как пещерка, там немножко потихоньку взять. Каждое поколение вытаскивает камушки. Пойду я потихоньку домой. А вот мужички, браконьеры. На другой стороне тоже ловит. И тут ребятишки ловят, гулют. Шпротлу тягают. Ладно, ребят, спасибо всем за просмотр. Поковыляю я тихонечко до дома. Спасибо еще раз. Особенно кто полностью смотрит, просматривает. За любую поддержку. Спасибо всем за добрые слова, за добрые комментарии. Особенно очень радует. Я даже делюсь ВКонтакте друзьями с ними вашими комментариями. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, жмите колокольчик, смотрите хорошее видео про нашу речку, про нашу природу. Сейчас вот мужички рыбачат, рыбы им мало. Весной нельзя рыбачить, когда рыба на нерест идет. Но это отдельный разговор. Счастливо всем, удачи, главное здоровье, чтоб не подвело, здоровье. Как в том анекдоте, генерал приехал, говорит, в часть и каждый раз тост поднимает и говорит: за здоровье давайте. Ну, следующий тост опять за здоровье. Ну там уже один капитан после всех тостов говорит: ну, товарищ генерал, давайте хоть вот разик-то за удачу выпьем. Что вы все за здоровье, да за здоровье. Он говорит: товарищ капитан, вот вчера мне встретилась молодая красивая блондиночка. Как бы улыбнулась удача, но здоровье подвело. Так что, товарищ капитан, надо пить за здоровье. Счастливо!